Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск сегодня. В начале о главных событиях 25 июля. Знакомство с творчеством Бориса Галаева с участием ученых. Второй день форума прошел на площадке Госуниверситета. Животные продолжают наносить ущерб посевам. На сей раз тревогу бьют жители села Ноккау. Иронкаст в городском парке. По сложившейся традиции в столице возобновились летние танцевальные вечера. Второй день форума, посвященный деятельности известного остинского композитора Бориса Галаева, прошел в Югостинском госуниверситете. На конференции с участием ученых из разных стран мира был показан фильм о Борисе Галаеве, зачитанные доклады. Елена Газаева с подробностями. Сегодня форум, посвященный основателю остинского музыкального искусства Борису Галаеву, продолжил свою работу. Форум прошел на площадке Юго-Остинского государственного университета. Второй день его работы отметился конференцией на тему «Современные исследовательские технологии и проблемы документации». Ректор ЮОГУ Вадим Тедеев рассказал об истории создания Юго-Остинского пединститута, ныне Государственного университета имени Александра Тибилова. Во время грузино-остинского конфликта в 90-х годах было несколько прямых попаданий в главный корпус университета, а потом уже в 2008 году он был полностью разрушен. И теперь, благодаря помощи Российской Федерации, отстроен новый университетский комплекс, оборудованный по всем современным стандартам. Студентки ЮОГУ для участников мероприятия исполнили песню на остинском языке. Профессор Юрий Гаглоев рассказал о своем знакомстве с Борисом Галаевым и его семьей. Мне посчастливилось познакомиться с семьей Галаевых аж в 1942 году. Мать работала тогда, мы с мамой, отец был на фронте уже, работал председателем городского совета, но только через какое-то время нам удалось перебраться, где-то в центре освободилась квартира. И вот в этом доме, это в центре, вот рядом с нашей почтой, если вы обратили внимание, мы оказались в одном подъезде с семьей Галаевых. Семья именно Галаевых отличалась, это не, так сказать, застольные слова, отличалась какой-то особой и близостью, и любовью к окружающим. Участникам форума был показан фильм о Борисе Галаеве. Его спокойный голос смогли услышать все собравшиеся, увидеть фотографии, на которых запечатлен маэстро, и его ученики. С докладами выступили как юго-остинские ученые, так и представители зарубежья. В рамках форума проходит мастер-класс композитора Игоря Мациевского. Для гостей будут организованы экскурсии, полевые экспедиции по следам Бориса Галаева. Елена Газаева, Азамат Кудзиев. Информационный выпуск сегодня. Представители СМИ отметили свой профессиональный праздник. Дата 23 июля связана с выходом в 1906 году во Владикавказе первой газеты на остинском языке «Иронгазет». Спустя много лет новое периодическое издание с тем же названием стало выходить в Южной Осетии, дав импульс появлению целого ряда независимых газет и обновленных государственных СМИ, включая телевидение, радио и информационные агентства. Юго-остинские журналисты отметили свой профессиональный праздник. Всю неделю представители национальных СМИ, все, кто хоть как-то связан с информационной сферой республики, принимали поздравления. На сегодняшний день в Южной Осетии насчитывается около 10 именно национальных информационных структур. У каждой из них есть свой профессиональный праздник, связанный с датой образования. Но эта праздничная дата объединяет всех в одно целое. Ввести эту дату в праздничный календарь удалось благодаря инициативе нескольких человек в 1995 году. Пришла такая идея о создании, об учреждении праздника
работникам средств массовой информации. И тут на помощь пришел Юра Габараев, наш журналист. Он сказал, говорит, слушайте, вот давайте, вот 23 июля, это день издания первой Остинской газеты, давайте приурочим к этому событию. Все. Ну, я вышел с этим предложением, все с этим согласились. И с тех пор, с 1995 года, мы отмечаем этот профессиональный праздник, причем не журналистов, а работников средств массовой информации. Туда же относятся работники типографии и издательств. После того, как Южная Осетия провозгласила свою независимость, становление государства шло по всем направлениям – политическое, военное, экономическое и, конечно же, информационное. Было принято решение создать Министерство информации, печати, издательства и книжной торговли. На тот момент именно так назывался нынешний Комитет информации и печати. Далее нужно было решить и другие вопросы информационного поля, то есть создавать издательства, учреждать газеты, телевидение. Было создано и информационное агентство РЭС. И после создания различных средств массовой информации в республике был учрежден День национальных СМИ. Говоря о современной юго-остинской журналистике, Харебов отметил, что с удовольствием следит за тем, как молодые журналисты развиваются, совершенствуются, что они не останавливаются на достигнутом. Уже вот прошло много лет с того времени, как мы праздновали. Я просто с удовлетворением хочу отметить, что ряды работников только пополняются. Это показывает на то, что вот в этом отношении со стороны руководства делается все, чтобы поддержать вот это направление, именно информационное направление. В завершении беседы Харебов пожелал всем представителям средств массовой информации больших творческих успехов. Агунда Губозова, Ринат Медоев, Диана Техова. Информационный выпуск сегодня. По следам обращений от граждан на ГТРК ИР обратились жители села Нокка Цхинвальского района с просьбой осветить их проблему. А именно, крупный рогатый скот, пасущийся без присмотра, заходит в огороды сельчан и уничтожает посевы. Это не первая просьба. С подобной ситуацией ранее столкнулись жители микрорайона Московский. Их земельным участкам также был нанесен ущерб. Животных можно увидеть и на улицах столицы. Анжела Кокоева попыталась разобраться в вопросе. Владельцы земельных участков селения Нокка Цхинвальского района жалуются на то, что многие жители без присмотра выпускают свой крупный рогатый скот. Заходя в огороды, скот уничтожает посевы. Зоя Тумаева каждый год обрабатывает свой участок земли. В огороде у нее кукуруза, фасоль, помидоры и огурцы. Однако безнадзорно пасущийся скот, неоднократно замеченный Тумаевой, уничтожил часть посеянной в огороде кукурузы. Я не могу постоянно находиться в своем огороде, так как живу в городе. Вы же сами знаете, сколько сил уходит на обработку земли. Я посадила кукурузу. Урожай с виду был очень богатым, но животные съели все. У Ляны Кочевой опускаются руки, говорит, уже нет желания обрабатывать свой участок весной. Животным был снесен забор, они обгрызли ветви плодовых деревьев, уничтожили посевы. Вот в этой части огорода я уже ничего не посадила. В прошлом году у меня здесь была картошка, кукуруза, помидоры, но здесь ничего не созрело. Все уничтожено животными. Была здесь и клубника, хотела собрать, но не успела. Подсолнухов тоже не осталось, все сломали. В этом году я посела уже всего намного меньше, чем в предыдущие годы. Крупный рогатый скот в огороды заходит стадами. Как утверждают владельцы участков коров и быков, здесь можно застать в любое время. Их не останавливают даже ограждения. Я пенсионер, но не могу сидеть дома без дела, вот и обрабатываю свой участок. Однако урожай я так и не соберу из-за этого скота. Если и дальше будет так продолжаться, придется, наверное, оставить дело с земледелием. Жители не раз обращались в УВД Цхинвальского района, но бесконтрольный выпас скота в этом районе по-прежнему продолжается. Коровы и быки систематически уничтожают посевы сельхозкультур. С разъяснением мы обратились в УВД Цхинвальского района. В управлении рассказали, что сейчас здесь новый участковый, и на имя нового никаких заявлений не поступило. Однако о недопустимости безнадзорного выпаса скота хозяев предупреждают, направляют уведомления. Что касается штрафных санкций, это не обязанность участкового.
Ни одно заявление не остается нерассмотренным. Мы всегда выезжаем на место, составляем административные протоколы, берем расписки с нарушителей. В данном случае это хозяева крупного рогатого скота. Это все, что мы можем сделать в том случае, когда подается заявление. Далее уже суд выносит решение. Расписки проблему не решают. Люди и дальше выпускают свой скот без присмотра. Уже и штрафами никого не напугаешь. Хозяева скота обязаны проявить уважение чужому труду и не выпускать свой скот без присмотра. Соответствующие органы же продолжают работу по ознакомлению жителей, содержащих домашнюю скотину, с правилами выпаса и прогона сельскохозяйственных животных на территории района. Анжела Кукоева, Заур Остаев, Зарема Арсоева, Джонни Техов. Информационный выпуск сегодня. Администрация города Квайса выделила финансовые средства на капитальный ремонт единственного дошкольного образовательного учреждения. Со дня открытия прошло несколько лет, и здание требовало улучшения условий. Ход работ на месте увидела Фатима Чучева. В городе Квайса силами местного жилищно-коммунального хозяйства приступили к ремонтным работам детского сада. В городе только один садик. Он начал принимать детей в 2012 году. И со дня открытия ремонтные работы такого масштаба не проводились. Сейчас рабочие постараются к сентябрю улучшить условия, чтобы дети пришли в чистый и уютный детский сад. Администрация города нам были выделены деньги на проведение ремонтных работ. Мы полностью поменяли напольный кафель в коридорах, частично отремонтируем кровлю зданий и проведем отделочные работы. К ремонту приступили 2 недели назад. После завершения внутренних ремонтных работ сотрудники садика приступят к уборке всех помещений. В ЖКХ также заверили, что в надлежащий вид приведут и благоустроят территории вокруг садика. Кроме этого, силами ЖКХ будут проведены ремонтные работы в 2 школах. В этом году текущий ремонт будет проведен в школе города Квайса и Кировской школы. Где-то нужно будет сцену сделать, где-то покрасить. 1 сентября у дошколят и школьников будет возможность учиться в новых отремонтированных уютных помещениях. Фатима Чучева, Арнольд Харибов, Диана Техова. Информационный выпуск сегодня. Несколько лет простаивавший завод стройматериалов в Цхинвальском районе заработал в полную силу. Запущен дробильный комплекс. Он позволяет производить часть материала, которую ранее приходилось приобретать за пределами республики. Предприятие выпускает тротуарную плитку, строительные блоки, бордюры, опоры для линии электропередачи. В планах расширить производство. Тему продолжит Регина Черткоева. Завод строительных материалов в Цхинвальском районе работает на полную мощность. Уже больше месяца, как запустили дробильный комплекс. Он простоял несколько лет из-за неполадок, которые были допущены еще при установке. Чтобы устранить их, требовались большие затраты. Необходимо было пригласить специалистов извне. По словам директора Суслана Тедеева, теперь, когда проблемы позади, собственная дробилка избавит предприятие от необходимости поставок части материалов из-за пределов республики и в целом ускорит процесс производства. Такой мощной дробилки нет во всей республике. Дробилка отвечает всем современным нормам. Мы очень долго ждали, чтобы она заработала. Теперь мы производим очень качественный отсев, который в основном используем сами. Часто его заказывают и дорожники Цхинвальского района. Первоначально подрядчики предпочитали приобретать материалы в России, считая, что продукция нашего завода недостаточно качественная. Однако ситуацию удалось исправить. Продукция сегодня соответствует всем требованиям ГОСТа. Директор завода Суслан Тедеев рассказал о работе завода, объемах производства и новых возможностях. Можно сказать, что мы обеспечиваем всю республику нашей продукцией. Например, для строительства большого парка мы производим необходимое количество брусчатки. Наши рабочие, несмотря на тяжелый график, подходят к своему делу очень ответственно. Завод производит тротуарную плитку, строительные блоки, бордюры, опоры для линий электропередачи, кольца для канализации. От мощности завода зависит выполнение сроков работ на объектах инвестпрограммы, от поставляемых материалов, качества стройки. Сейчас у них очень много заказов. Рабочие не останавливали производство ни на минуту. На будущий год руководство завода планирует и производство бетонных плит. Регина Черткоева, Александр Кочев, Зарема Арсоева. Информационный выпуск сегодня.
Накануне в городском парке для молодежи, да и всех желающих, прошло открытие ежегодного сезона «Иронкаст». Каждую среду и пятницу в 8 вечера жители могут активно провести досуг, послушать музыкальные композиции или принять участие в массовом исполнении осетинских национальных танцев. Репортаж Агунды Губозовой. По сложившейся традиции в столице Южной Осетии возобновились танцевальные вечера. В городском парке Цхинвала собрались представители молодежи. Они показали свое мастерство в осетинском танце и не только. Кроме того, у участников была возможность послушать любимых певцов, которые выступали для них под открытым небом. Многие зрители подпевали звездам и вместе с ними зажигали. Каждую среду и пятницу в 20:00 в Пионерском парке жители и гости республики смогут продемонстрировать красоту исполнения осетинских национальных танцев, отдохнуть от привычной суеты. Отметим, что подобные вечера в прошлом году проходили лишь раз в неделю. Однако, учитывая тот факт, что Иронкаст пользовался популярностью среди молодежи, городская администрация решила сделать небольшой подарок. Танцевальные вечера Иронкаст будут организовываться до конца августа. Первая часть вечера будет посвящена осетинским национальным танцам. Далее концерт «Дискотека 80-х», а по пятницам для молодежи запланирована танцевальная часть «Ритмы 21 века». Мы еще раз проводим вечер отдыха для наших горожан и для жителей нашего города Цхинвал. И очень приятно, что народу сегодня побольше. Значит, первая часть нашего вечера отдыха состояла Иронкаст, потом были игры для детей, потом были танцы национальные осетинские, конечно же, дискотека 80-х, и вот сейчас уже начинается заключительная часть, дискотека 21 века для нашей молодежи. Мне очень приятно, что сегодня народу гораздо больше, чем это было в первый вечер отдыха. Я надеюсь, в дальнейшем количество отдыхающих на вечерах наших будет увеличиваться. Я хочу выразить большое спасибо всем тем артистам, которые сегодня нам помогли в живом концерте. Танцевальные вечера Иронкаст воспитывают у подрастающего поколения любовь к традициям, родному краю, а также способствуют его духовному развитию. Ведь они проводятся с целью популяризации осетинской культуры. Что касается молодежи, то молодые люди со своей стороны должны приходить на мероприятия и показывать свою культуру и танцевальные умения. Очень важно на осетинские танцевальные вечера приходить в соответствующей национальному образу одежде. Агунда Губозова, Геннадий Мамитов, Диана Техова. Информационный выпуск сегодня. Далее узнаем прогноз погоды на завтра. По всей республике ожидается переменная облачность. В Знаурском районе днем плюс 21, ночью плюс 14. В Заурском районе дождь, днем 22 градуса тепла, ночью 17. В городе Квайса также ожидается дождь, днем плюс 19, ночью плюс 14. В Ленингорском районе днем 23 градуса тепла, ночью 17. В столице республики в Цхинвале днем плюс 23, ночью плюс 16. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джуева. Желаю вам всего доброго и до свидания.